Соревнование «Штурм рубежа» – это 14 этапов полосы препятствий, которые нужно пройти за максимально короткое время. Как говорят участники турнира, самые сложные снаряды – это те, что с кольцами. И, естественно, последний рубеж – финишная горка с канатом. Обе ноги. «Штурм рубежа» – соревнования между сотрудниками силовых ведомств, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Идея выяснить, кто самый сильный среди силовиков, принадлежит директору площадки «Абхазский рубеж» Ахрид Свижба. Сегодня праздник, великий праздник, День защитника Отечества. Во-первых, я хочу подарить эмоции, так сказать, порцию адреналина, чтобы каждый сегодня, боец получил, участник. Во-вторых, моя цель не столько даже выявить лидеров, а показать подрастающему поколению, что через спорт, спорт – это путь к успеху, к адреналину, к силе. Поэтому это все связано с тем, что я хочу призвать молодежь к здоровому образу жизни. По словам Ахрид Свижба, подобные турниры, во-первых, хороший способ проявить себя и показать, кто тут лидер, а во-вторых, полосы препятствий стали отдельным видом спорта – воздушной силовой атлетикой, федерацию которой планируется создать и в Абхазии. Воздушно-силовая атлетика – это воркауты, ниндзя-спорт, гонка героев. Это в России больше всего практикуется, у нас этого в Абхазии нет. Мы только начинаем это развивать. Хотим масштабные соревнования провести, уже пригласить наших партнеров Федерации воздушно-силовой атлетики России. С ними мы на связи. Хотим провести масштабные соревнования среди спортсменов. Открыли соревнования команды, не участвующие в общем зачете. Это спортивный клуб «Правильный» и команда «Возьми жизнь в свои руки», сотрудника МЧС «Аналог Вициния». Тем, что это что-то новое, есть возможность попробовать свои качества, проявить во время прохождения. Здесь на 70% ты не выложишься, нужно на все 100. Мы собрали, нашли самых лучших из предыдущих наборов моего учебного курса. Нашли самых лучших 3 человек. Они сегодня выступили, все успешно выполнили все задания, все успешно штурмовали наш последний рубеж. Как говорят подростки, те, что уже взяли жизнь в свои руки, подобные соревнования помогают им найти опору и уверенность, а также получить удовольствие от осознания того, на что они способны. Я хотел выйти вообще с зоны комфорта, потому что все время дома сидел. Мне лично сам опыт нравится, как проходим. Особенно мне нравится, когда немного попотею, а потом, как вам сказать, после этого кайф ловлю. Было интересно, нелегко вообще. Сложные этапы, эти 2 кольца, то что... В основном мне понравилось, как я это проходил, все такое. Я советую всем, занимайтесь, спортом занимайтесь, это очень хорошо для здоровья. Полоса препятствий, которую силовики прошли сегодня, доступна для всех желающих. А по понедельникам, средам и пятницам здесь совершенно бесплатно. Со всеми желающими занимается тренер. В первую очередь мы делаем разминку, потом поэтапно мы даем пройтись. Каждый снаряд знакомим, ознакомливаем. И в конце мы, так сказать, драйв такой устраиваем. И 1–1,5 у нас тренировка проходит. Как говорит Ахрид Свижба, желающих заниматься силовым спортом на открытом воздухе становится все больше. Так как все больше людей понимают, что спорт – это не только польза для здоровья и внешний вид. Спорт – это еще и модное развлечение. Марианна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.